Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Мы не должны дарить свои земли. Командир интернациональной бригады добровольцев в Пятнашках Рафицба пообщался с абхазскими журналистами. Он был профессионалом в своем деле. 20 сентября в США не стало бывшего директора по техническому обеспечению АГТРК Леонида Аграба. Древность в декорациях настоящего. Первый российско-абхазский арт-фестиваль «Нартиада» пройдет с 3 по 7 октября в Сухуми-Новом Афоне. Начнем с официальной хроники. В Абхазии начался осенний призыв. Указ об этом подписал президент Аслан Бжания. На военную службу в октябре-декабре призовут граждан республики от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Указ подписал президент Аслан Бжания. Военнослужащих, чей срок службы истек, уволят в запас. Президент Аслан Бжания провел встречу с председателем рабочей группы для осуществления предварительной оценки, выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в республике вице-премьером Сергеем Пустоваловым. Сергей Пустовалов проинформировал главу государства о той работе, которая на данном этапе уже проведена соответствующими структурами. Во встрече участвовал руководитель администрации президента Джансух Нанба. Президент Аслан Бжания встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, инициативы и предложения, нацеленные на упрочение взаимопонимания между двумя государствами. Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов. Аслан Бжания поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, главу администрации Запорожской области Евгения Болицкого и главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо с подписанием договоров о принятии в состав Российской Федерации. В поздравительном адресе, в частности, отмечается: дорогие друзья, сегодня мы свидетели торжества исторической справедливости на вашей земле. Мы радуемся вместе с вами. Несмотря на всевозможные провокации, зачастую рискуя своими жизнями, вы в едином стремлении жить вместе с Россией выразили свою волю на референдумах. Единство духа жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сломить невозможно. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым. На встрече обсуждались различные аспекты взаимного сотрудничества в различных сферах. Аслан Бжания и Бату Хасиков также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, обменялись памятными подарками. Видео предоставлено пресс-службой главы государства. Приветствую вас. Рад вас видеть. Добро пожаловать в Абхазию. Для меня большая честь. И для меня большая честь принимать такого достойного гражданина, как вы. Рад встрече. Спасибо. Прошу вас. Хатырскул Бату Сергей Па, дорогой Бату Сергеевич, добро пожаловать в Абхазию. Мы очень рады вас встретить здесь, на нашей земле. Знаем, какой вклад вы лично вносите в развитие вашей замечательной республики. У нас всесторонние контакты с Российской Федерацией, они разноплановые, разноуровневые, и установление близких отношений, экономических, дружественных, культурных отношений с субъектами Российской Федерации – это то, что соответствует нашим интересам. В связи с этим я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время и приехали к нам в Абхазию. Добро пожаловать. Уважаемый Аслан Георгиевич, с огромной радостью и с большой честью я нахожусь у вас в Республике Абхазия. Вчера удалось соприкоснуться с историческими объектами, с теми объектами, с той частью истории нашей большой страны, которая олицетворяется с победой. И у меня даже такая формулировка родилась, что Республика Абхазия – это хранитель истории. История, которая ассоциируется именно с победой. А сейчас это особенно важно.
И мой визит связан с тем, что я действительно слежу за тем, как вы тесно коммуницируете с разными регионами России, в целом с нашим федеральным центром. У вас очень много планов и с точки зрения, например, таких отраслей, как туризм, логистика, сельское хозяйство, образование. Наш регион тоже, вот в этом мы, может быть, и похожи, относительно небольшой, с точки зрения количества жителей. Да, очень примерно близки. одинаковое количество, да. Да, и в принципе мы оба, два региона находятся на юге, то есть достаточно рядом. Я считаю, что нам сейчас также важно объединить усилия. Вот. К вам я приехал с рядом предложений. Это в сфере и образования. У нас очень уважаемый серьезный вуз, Калмыцкий государственный университет. Также в сфере сельского хозяйства, с точки зрения селекции по животноводству, мы реализовали серьезные шаги и хотели с вами поделиться этой информацией. Уважаемый Аслан Георгиевич, также разрешите мне лично и от лица всего калмыцкого народа поздравить вас с недавно прошедшим праздником. Это был юбилейный праздник 30 сентября, День Победы и независимости Республики Абхазия. Мы знаем исторические вехи тех событий, знаем, какой героизм проявил ваш народ. Вот. И это, кстати, тоже одна из таких точек соприкосновений, то, что наши народы в этом близки, сильные по духу люди. Вот поэтому мы однозначно с вами солидарны. Пусть это будет фундаментом, оплотом для процветания и вашего народа, и вашей родной земли, Республики Абхазия. Вот мы всегда готовы быть полезными, взаимодействовать и дружить. Да, это Бог. 2 октября с официальным визитом в Москву прибыла делегация Народного собрания парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лаша Ашуба. В аэропорту Шереметьево абхазскую делегацию встретил заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Сергей Неверов. В соответствии с программой визита запланированы официальные встречи спикера Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба с председателем Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным и заместителем председателя Совета Федерации Российской Федерации Константином Косачевым. Официальный визит делегации в Москву продлится со 2 по 6 октября. Командир интернациональной бригады добровольцев в Пятнашках Равицба пообщался с абхазскими журналистами в формате пресс-конференции. Инициатива поделиться своим мнением по поводу ситуации вокруг Пицунской госдачи исходила от самого Ахравицба. Но он также ответил на другие вопросы, касающиеся абхазо-российских и абхазо-грузинских отношений. Слово Мариане Котовой. Мы не должны дарить свои земли. Так начал свое выступление командир интернациональной бригады добровольцев Пятнашка Ахравицба, имея в виду вопрос ратификации соглашения об отчуждении территории Пицунской госдачи. Как рассказывает герой ДНР, о пицунской проблеме он узнал, находясь в Донецке. Авицба немедленно собрал бойцов бригады, чтобы узнать их мнение. И сегодня решил этим общим видением ситуации поделиться. Всех выходцев из Абхазии, не только абхазы, этнические армяне у нас есть, этнические русские, те, кто с Абхазии, греки. Мы их всех с позиций в один момент вывезли днем, собрались у себя на базе, обсудили этот вопрос. Я сказал, что мне интересно мнение каждого, чтобы я мог его озвучивать как мнение выходцев из Абхазии, которые служат у нас в подразделении. Единогласное мнение было, что никому ничего дарить нельзя. Сегодня, как говорит Ахравицба, он призывает не ратифицировать соглашение, так как не видит в нем никакой практической пользы для республики. И при этом уверен, что никакого вреда от того, что соглашение не будет ратифицировано, тоже нет. По словам Авицба, ситуация в мире подсказывает, что всячески необходимо беречь каждый квадратный метр своей земли. Когда мы сегодня рассказываем, что в глобальном мире, где идут потрясения, что этого всего частью является тоже Абхазия, что мы всем интересны, что без нас там миру не быть.
зададимся простым вопросом. Мы интересна ли наша земля? И интересны ли мы будем кому-то без нашей земли? Сможем ли мы где-то принимать участие, не имея почвы под ногой, не имея своих исконных земель, которые мы раздарим? Конечно, сегодня все будут в грудь бить и рассказывать, что мы свою землю не дарим, а земля остается наша. Мы только отдаем здания, вот потом здания не выкопают, заберут куда хотят. Простой вопрос, когда Верховный главнокомандующий Республики Абхазия на территории Абхазии в ту же Пицунду приезжает, где находится его личная охрана, который его по малой нужде везде сопровождает и так далее, там, где она находится, за забором. Если на своей земле он не может заходить туда, куда хочет со своей охраной, то о чем мы говорим, если будет, что мы им официально это отдадим, это только здание принадлежит. Кроме того, он говорит о том, что скоро изменятся финансово-экономические отношения России и Абхазии. Согласно планам, к 2025 году финансовая поддержка России сократится. И сейчас задача Абхазии всеми силами сохранить свой суверенитет, а не наоборот. В 2025 году наши милиция, здравоохранение, Минобороны, учителя и ряд еще там, чиновничий аппарат и так далее начнут получать только 15% помощи. Скажем, что Россия ее продлит. На каких основаниях? Почему она должна этого сделать? Если даже элементарно железнодорожный кредит нам не прощен, а оттянут. А оттянут, потому что они видят, что мы стоим на краю пропасти и что мы сами придем и попросимся. Войти в состав России, войти там в союзное государство. Много разных вариаций, которые мы будем фантазировать, но есть реалии простые. Мы будем загнаны в угол. И мы вспомним начало 90-х годов, когда мы просились в Краснодарский край. Абхазия стоит на краю пропасти, говорит Авицба, а довела страну до этого края, по его мнению, неграмотная политика. Инвестиционную помощь мы задушевно растранжирили, съели, не реализовали. Очень много тех моментов, когда деньги к нам приходили в государство, мы их не реализовывали, не уходили. Потому что мало профессиональных кадров на местах. Они не могут ни смету сделать, ничего. Это наша общая проблема. Ни власти, ни оппозиции, нашего народа. Потому что мы берем того, кто ближе, того, кто поддержал нас, поэтому он наш сторонник, он должен где-то работать. Такими принципами мы засорили, именно засорили все наши те государственные органы, которые могли для государства приносить пользу и зарабатывать. Сегодня они все убыточные. Ахра Авицба призывает не обольщаться перспективой больших инвестиций в туристическую сферу. По его мнению, крупные гостиничные комплексы с многомиллиардными вложениями принесут прибыль инвестору. Но страна большой пользы от реализации подобных проектов не получит. Я был в ряде стран, где топовые гостиницы, но они очень бедные, нищие, потому что сразу индустрия отдыха у них упала. Частные гостиницы отошли на нет. Туризм, который, как мы привыкли ловить на улице, садиться на уши и потом куда-то вывозить, тоже нет, потому что все это предоставляет только внутри. Они живут отдельно, они закупы делают все отдельно, наши рынки, все упадет. Мы останемся сам на самом. Считайте, что туристы у нас есть и нету одновременно. Говорить, что будут платить налоги, так давайте наше законодательство изучим, сколько вложений надо, чтобы тебя освободили от налогов. В очередной раз Ахра Авицба развенчал миф о меценатстве российских чиновников на примере Александра Ткачева и его недвижимости в республике. Бизнесмен и политик Ткачев, он на пятерку. Для России и для себя. И в чем его упрекнуть за Абхазию? Какое он отношение к Абхазии имеет? Ему хочется, чтобы здесь было стабильно, потому что он здесь хочет зарабатывать, у него здесь дача. У вас есть здесь дача? С выходом на море. У меня нету. А у него на собственности, потому что 200 миллионов он вложил в школу. А откуда эти средства у чиновника были 200 миллионов в школу вложить? Наверное, каких-то краевых вложил, как
помощь вложил, а зато получил себе спасибо. По словам Авицба, что касается Пицунской госдачи, то заинтересован в получении ее в собственность отнюдь не российский президент Владимир Путин, а олигарх, имя которого он открыто называет в интервью. Скорее всего, для многих будет непонятно и не еще как-то дерзко, грубо, и она создаст мне проблемы. Это Чемизов. Это российский олигарх, который для себя понимает, что мы войдем в состав России, и поэтому хочет сделать какие-то вложения. А вложения – это забрать земли под разными предлогами. Не только, поверьте, что это Пицунда, это только ниточка, за которую мы потянем и вытянем трос. Очень длинный, очень болезненный для нашей страны, потому что Ахра-Авицба также откровенно говорит о том, что будет делать он и Пятнашка в случае, если договор о Пицунской госдаче все же будет ратифицирован. Вопросы я объясню. Я уже с рядом депутатов разговаривал и сказал, мы не будем винить только Аслана Георгиевича, который принимает это такое решение, мы будем винить, которые ему помогают в этом решении. И каждого депутата примем себе как врага. То они как видят демонстрации, сожжения, там я не знаю, как оно будет, на какой волне оно будет, но тот момент, что мы не останемся безучастными, это я вам обещаю. От того, что даже они меня 10 раз посадят там или расстреляют, это мысль подразделения нашего или тех абхазов, которых я спросил, оно не поменяет. Авицба, рассуждая о проводимой сегодня политике, прямо говорит о том, что в будущем, возможно, встанет вопрос о присоединении к большей стране. Но, скорее всего, оно начнется, когда люди перестанут получать привычную зарплату. Вот там начнется для нас вся катастрофа. Вот там тогда каждый пойдет и будет проситься в состав России или еще куда-то. Потому что я уже смотрю, настроения в обществе начинают быть крайне скверными. Начинают рассказывать, а что тут такого, а там мы ездили, а там нас любят. Ребята, есть простая истина. Вы можете хоть 1000 раз ездить, но государство сегодня наших соседей заточено на то, чтобы сделать реванш, выиграть нас войной. Затягивают нас экономически, медицински, по-разному. У них программы прописаны на долгие года. Но они хотят именно военным способом нам отомстить, как они говорят, вернуться. Авицба затронул и перспективу открытия второго фронта Грузии. Он считает, что хотя действующая власть в Грузии сегодня не настроена воевать, нельзя сбрасывать со счетов агрессивно настроенную и активно поддерживаемую Западом оппозицию. Правительство Грузии откровенно не хочет войны, потому что она понимает, если начнется война, она сменится. Оппозиция хочет достать Михаила Саакашвили из тюрьмы, чтобы по этой волной напасть на нас. Я для себя помню выступление Михаила Саакашвили, который уверял Осетин, что он не нападет, и напал. Их в 2008 году пичкали оружием, и оно стрельнуло. Сегодня с Турцией кораблями идет к ним оружие. Дважды проводилось учение, завозилось к ним оружие под этим соусом, и ничего не вывезлось. Сегодня у них идет мобилизация силы. Они проверяют, сколько их, как их. И они уже подсчитали, что в случае там, войны, сбора ополчения и так далее. Авицба уверен, что Абхазия должна быть готова дать отпор, но открыто говорит, что сегодня война приобрела другую форму и технически выглядит не так, как 30 лет назад. Он предлагает использовать донбасский опыт для подготовки защитников Абхазии. Мы уже, в частности, я 9-й год пошел, как принимаем участие в конфликте, в современной войне. Она иная. Это не ту войну, хотя за руководство там не все в войне принимали участие, но те, кто принимали, это не та война. Это не то, с чем вы столкнулись. Тут ситуация чуть иная. Тут сегодня по-современнее все. И на вопрос, сколько у нас беспилотников, имеем мы 1-2, и то искали майнинги, что оно тепло показывает, летали. Но они не так используются в сегодняшней войне. Они используются для артиллеристов.
связь, много тех промахов, которые мы должны и можем исправить. Поэтому я сегодня призываю все здравые силы мобилизоваться, понять, сколько нас, понять, чего нам необходимо для того, чтобы защитить родную страну. Командир пятнашки рассказывает, что сегодня Абхазия слишком надеется на мгновенную помощь России в случае военной агрессии на Абхазию и готова ради средств обороны пожертвовать лучшими землями. Озвучивая информацию, которой владеет, Авицба надеется, что тем, что он говорит об этом на широкую публику, сумеет предотвратить реализацию подобных планов. Есть информация. Я надеюсь, с того момента, как мы ее сейчас озвучим, я буду фантастом, а она оттянется. На 11 танков поменять больше 10 тысяч гектаров. Нам дадут 11 танков. Разрекламирую, что у нас есть единая группировка, нам надо готовиться к войне, поэтому надо сделать полигон. И вот от Чумчиру, как мы пересекаем мост, где наше святилище, не только наше, там и православных очень много всего держит. И до Гава. Не горы, ничего, а именно вот берег. Также Авицба в ходе пресс-конференции рассказал, как ему удалось благодаря собственной наглости и знанию закона выехать с территории ДНР. Пообещал действующей власти не предпринимать попыток свержения, если та не будет отчуждать часть территории. И намекнул, что если вдруг погибнет не на фронте, то его сыновья знают, кому мстить. Марьяна Котова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Асида Шакрыл обратилась в парламент с просьбой предоставить возможность принять участие в заседании сессии, посвященном обсуждению соглашения по передаче в собственность Российской Федерации объектов в Пицунде. Как в частности отмечается в письме на имя спикера Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба. В связи с предстоящим обсуждением вопроса ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазии и порядке его использования, предоставляя Народному собранию информацию, связанную с нарушением прав и свобод жильцов домов, расположенных на Лидзавском шоссе в городе Пицунда, которые в соответствии с соглашением передаются в собственность Российской Федерации. В связи с этим для разъяснения вопросов относительно обозначенных в письме нарушений прав граждан, которые могут возникнуть у депутатов, прошу вас предоставить мне возможность участвовать в заседании сессии парламента, посвященном обсуждению данного соглашения, так как его ратификация напрямую связана с обеспечением прав граждан Республики Абхазия. Разрешите выразить надежду на конструктивное взаимодействие. Подробно с информацией, о которой говорится в письме Асиды Шакрыл, можно ознакомиться на официальном сайте омбудсмена. Он был профессионалом в своем деле. 20 сентября в США не стало бывшего директора по техническому обеспечению АГТРК Леонида Аграба. Друзья и коллеги запомнили его грамотным инженером, хорошим руководителем и настоящим другом. Репортаж памяти Леонида Аграба подготовила Анастасия Никонова. Очень печальная весть пришла, не стало нашего друга, соратника Леонида Владимировича Аграба. Более 12 лет проработали вместе заместитель генерального директора телеканала Абаза ТВ Юрий Кутарба и бывший директор по техническому обеспечению АГТРК Леонид Аграба. Их знакомство состоялось в 1983 году. Леонид Аграба был талантливым инженером. Становление и трансляцию вещания абхазского телевидения невозможно представить без его участия, отмечает Юрий Кутарба. Очень коммуникабельный, грамотный инженер был, организовывал всю работу телецентра. Были большие сложности, взаимоотношения наши с Тбилисским телецентром. И вообще в 90-м году, когда мы уже от них отделились, еще больше. Ну, во всяком случае, у нас тогда Шамиль Хусейнович в связи с Москвой имел хорошие, с Гостелерадио СССР, снабжение шло. Ну и вот грянула война. Надо было соорганизоваться. И на самом деле ребята, окружавшие его, инженеры, там Даур Курсай, Даур Киут, Хаджимба, Руслан, Смыргена, совместно все организовали работу для вывоза передвижной техники, увезли в Гудаут и организовали там
На протяжении там 2-3 дней организовали вещание, естественно, по Гудауте, Гагарскому району. Сюда наш сигнал тоже проходил. И радиовещание для Восточного фронта. С 1990 по 1995 год генеральный директор Абаза ТВ Руслан Хашик проработал с Леонидом Агарба на АГТРК. Это были одни из самых сложных лет довоенной, военной и послевоенной Абхазии. Но даже в таких условиях директор по техническому обеспечению Леонид Агарба делал все, чтобы обеспечить стабильную трансляцию абхазского телевидения. Все крупные проекты Абхазской государственной телерадиокомпании нельзя представить без Леонида Владимировича Агарба. Я, когда перешел на работу на телевидение в 90 году, вот с того периода по 95 год, это был очень сложный период, и ни одну задачу мы не могли бы выполнить без непосредственного участия руководства Абхазского телецентра. Накануне войны нужно было решать очень сложные технические задачи. Вы помните этот период, когда телевидение переходило на более мобильные технические средства, передвижная телевизионная станция и съемочная аппаратура. Вот все, что было нами эвакуировано из Сухума, это результат очень слаженной, ответственной работы руководства телецентра. И в первую очередь его руководителя, главного инженера и руководителей других служб. Залогом успеха был подготовленный и оперативный технический состав, который обеспечивал журналистам своевременный выход в эфир, перегон материала и другие важнейшие детали работы, отмечает Руслан Хашик. Я помню такие крупные события, которые мы выполняли в те сложные 90-е годы. Это прямая трансляция заседаний сессии Верховного Совета. Это невозможно было реализовать, если бы у нас не было бы такой подготовленной команды, технической команды, которым руководил Леонид Владимирович. И во всех этих проектах перед войной невозможно себе представить работу вот всей этой технической службы, очень молодой, сплоченной, подготовленной, дружной. Вот я повторюсь, нам, журналистам, было очень комфортно, очень приятно и ответственно было работать с ними. Леонид Агарба является автором соглашения об ретрансляции Первого и ряда других российских телеканалов. Это в военные и послевоенные годы позволило технически буквально существовать абхазской гостелерадиокомпании. Когда случилось горе, десятки и десятки наших коллег подходили ко мне и просили передать Лениным родным и близким самые глубокие соболезнования. Что я и делаю. Его очень любили и ценили в Интерфаксе. Я сейчас расскажу один случай, о котором мало кто знает. Лет 10-12 назад в Интерфаксе случился гигантский пожар. Это здание напротив памятника Маяковского, центральное здание Интерфакса. И пока эвакуировали людей, Леня первым пошел тушить этот пожар. И он, и еще несколько человек спасли здание, историческое здание Интерфакса от разрушения, от больших повреждений. И все это сделали до приезда пожарных служб. Этого никто не забывает и безумно ему благодарны. Он поступил просто героически. Помимо профессиональных качеств, Леонид Агарба был человеком добрым, отзывчивым и чутким, отмечают друзья и коллеги. Последние 10 лет он с семьей жил в Америке, но тосковал по родине. Ему не хватало вот сухумской, абхазской действительности. Это чувствовалось всегда, когда он звонил, писал.
вспоминал. Это был очень талантливый во всем. Это был хороший футболист, это был хороший шахматист, это был уникальный охотник. В сентябре каждого года он брал отпуск, чтобы насладиться охотой. То есть он хорошо понимал, знал сельский быт. Но он свой след оставил, и семья у него прекрасная, сын, дочь. Надолго он в наших сердцах останется, его дела, его... Вот он приятный в беседе был, очень... И никогда от него никакого такого слова не услышишь грубого. И с подчиненными он прекрасно работал. Если бы меня попросили бы охарактеризовать его одним словом, я бы, наверное, сказал светлый, ну или солнечный. А еще бы добавил надежный друг, надежный отец и супруг, и прекрасный профессионал. Леонида Агарба не стало на 66-м году жизни. 3 октября его из Америки доставили на родину в Абхазию. 4 октября Леонида Агарба похоронят на родовом кладбище в селе Мгудзерхуан. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абазатова. Минздрав сообщает, передвижной комплекс по диагностике зрения 3 и 4 октября работает в городе Ткуарчал. Прием осуществляется у Центральной районной больницы Ткуарчала с 9 до 17:00. По просьбе Минздрава Абхазии клиника доктора Шаталова направила в республику рефракционного и детского офтальмохирурга. Теперь есть возможность проверить зрение детей от 6 лет. За время работы российских врачей в Абхазии они уже проверили зрение у 445 человек. Прием пациентов с воспалительными заболеваниями не осуществляется. Пациенты по возможности должны иметь с собой документ, удостоверяющий личность. О передвижении комплекса в другие районы Минздрав будет освещать заранее. Вся консультативная помощь оказывается бесплатно. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН «ФАО» в рамках проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», финансируемого Швейцарским агентством развития и сотрудничества, продолжает оказывать поддержку местным молочным фермерам, направленную на улучшение качества молочной продукции, сообщается в пресс-релизе организации. В настоящее время в рамках проекта реализуется раздача 12,5 тонн корма для молочных коров по всем регионам Абхазии. В этом году это уже вторая раздача. Всего ФАО осуществила раздачу 32,5 тонн корма более 320 фермерам в Абхазии. Министр культуры Дауркова отбыл с рабочей поездкой в Ростов для участия в 21-м международном фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу». Как сообщает пресс-служба Минкульта, в ходе поездки планируется встреча с министром культуры Ростовской области для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Государственный заслуженный ансамбль «Народные песни и танцы Абхазии» примет участие в 21-м международном фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу» в Ростове-на-Дону. В фестивале принимают участие этнографические, фольклорные, вокальные, инструментальные, хореографические коллективы и отдельные исполнители, представляющие свою национальную культуру в разных жанрах. Завершен прием заявок на участие в первом международном конкурсе вокалистов Алисы Гицба, который состоится в Сухуми с 6 по 9 октября и завершится гала-концертом лауреатов конкурса с сводным симфоническим оркестром России и Абхазии под управлением народного артиста Абхазии Давида Терзяна и Артема Давыдова. Из-за большого количества заявок организаторы откорректировали расписание туров и мастер-классов. Жеребьевка, прослушивание, мастер-классы, гала-концерт проходит в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумпа.
Первый российско-абхазский арт-фестиваль «Нартиада» пройдет с 3 по 7 октября в Сухуми и Новом Афоне. Об этом рассказали организаторы фестиваля в ходе пресс-конференции в «Спутник Абхазии». В рамках фестиваля российские абхазские художники, скульпторы, мастера декораций и театральных костюмов представят свои работы в неожиданных локациях. На крыше морского порта, на руинах Диаскури в Сухумской крепости, в Афонской пещере и Абхазском драмтеатре. Фестиваль проводит российское арт-агентство «Полет» при поддержке Министерства культуры и Министерства иностранных дел Абхазии. Подробнее Надежда Боровикова. Идея создания фестиваля «Нартиада» зародилась, когда основательница арт-агентства «Полет» Ирина Бычкова познакомилась с режиссером, выпускницей ВГИКа Атаной Агарба. В мае руководители арт-агентства приехали в Абхазию, осмотрелись и решили, что хотят делать русско-абхазский художественный фестиваль с уклоном в историю и народный эпос. Мы решили показать художников, работающих с какими-то еще глубинными корнями. Так родилась идея «Нартиады». Название, кстати, придумала прекрасная мама Атана, великий литератор абхазский. Мы решили показать и как у современных абхазских художников интерпретируется нартский эпос, самая глубокая такая мифическая, легендарная история, которая всегда очень важна для народа, это собственный код самоидентификации, и, соответственно, привести художников российских, которые бы показали разные направления, но при этом как они тоже работают со своими глубинными корнями, интерпретируя в современном искусстве. За плечами агентства «Полет» 25 лет на рынке выставок и экспозиций, среди которых уже знаменитые международная выставка дизайна и архитектуры «Арх Москва», ярмарка интеллектуальной литературы «Нон-фикшн», ярмарка современного искусства «Арт Москва». Продюсер и куратор проекта «Нартиада» Атана Агарба мечтала привести в Абхазию мероприятие такого уровня. На протяжении многих лет нам всем известно, что мы были изолированы, обособлены от внешнего мира. И то, что люди создавали, находясь в этой обособленности, мне кажется, это уникальное произведение, это уникальный такой вектор развития. И мне очень хотелось, чтобы эти люди имели диалог, возможность диалога с другой культурой, с российскими художниками. Я из кино пришла в арт-агентство «Полет», и то, что меня побудило вообще прийти, это было то, что посещаю огромное количество выставок в Москве. Я всегда думала о том, что как было бы чудесно провести такого уровня выставку в Абхазии. И наши художники этого заслуживают, этого достойны. Фестиваль «Нартиада» должен был открыться экспозицией скульптур «Затерянный сад» российского художника Димы Горбунова. Он создает свои произведения методом 3D-печати. Выставка будет организована в декорациях археологических раскопок, которые сейчас проводятся в Сухумской крепости. Погода внесла коррективы, и открытие экспозиции отложили, но оно обязательно состоится. Мой проект, он про монументальность, про искусство, которое способно противостоять времени, условиям и прочим, потому что сейчас время очень быстро меняется, условия меняются, смыслы устаревают. Вообще искусство, оно призвано, особенно современное, призвано искать какие-то новые смыслы всегда. И это происходит путем поиска этих новых связей. В данном случае эта идея мне очень показалась привлекательной для меня, как художника, который здесь сольный проект выставляет свой. Потому что для меня, например, этот новый смысл, он появляется за счет этого контекста исторического, того, что я помещаю в свои произведения и прикасаюсь к этой истории, к этой земле, к этой культуре, истории. И это и дает моим, в частности, например, работам новый смысл. За 5 дней фестиваля будет множество мероприятий в разных локациях. Русские и абхазские художники представят свою живопись, графику, скульптуру и костюмы на крыше столичного морского порта, в здании Абхазского драматического театра, в Новоафонской пещере, в культурном центре Гиви Смыр и в Музее Национального банка Абхазии. Очень хочу поблагодарить за участие Марусю Севастьянову-Борисову, которая приехала прямо из Франции сюда, прилетела. Невероятный человек, который анализирует в своем творчестве тоже глубинные какие-то человеческие эмоции. Это выставка медитации, ее прям отдельный проект в проекте.
Очень интереснейший к вопросу о новых медиа, целая комната видеоинсталляции, такая виртуальная реальность будет возведена Алексеем Риттенбергом, сейчас он как раз этим занимается. Это художник, дизайнер невероятный, который даже для Москвы делает потрясающие перформансы, видеоперформансы, погружая нас вот в эту новую арт-реальность, в которой мы совершенно новые ощущения какие-то испытываем. Атана Агарба рассказала об абхазских художниках, которые приглашены к участию в фестивале. Я думаю, в первую очередь, конечно, нужно озвучить имя Гиви Смыр. Если вы заметили, все наши основы фирменного стиля, все наши пригласительные, там, вся полиграфия, которую мы оформляли, она была полностью основана на работах Гиви Смыр, поэтому для нас это очень важная личность в этом проекте. Далее у нас, конечно же, это такие уже титаны в искусстве изобразительном, это Батал Джопо, работы которого будут представлены в белом парусе. Это графика по нарскому эпосу. Далее это представлена Диана Хиндбайт из молодых художников и Апшах Агба. Также из молодых мне очень хотелось включить, сделать такой баланс старшего поколения и молодого, показать, что у нас есть и талантливейшие молодые люди, работающие в направлении живописи и скульптуры. И будут представлены два скульптора, Давид Шкотуа и молодой совершенно художник, но невероятно талантливый уже, как-то сказать, с таким стремительно развивающимся и вот таким тоже интересным, индивидуальным очень мироощущением. Его работы будут экспонированы в Музее Банка Абхазии вместе с работами Светланы Евдокимовой. Далее я хотела сказать еще про скульптора Дамура Аршпа, который работает с деревом. Его работы будут представлены в белом парусе. Главный партнер фестиваля «Нартиада» Галина Мурина рассказала о том, почему, несмотря на сложные обстоятельства, культурный форум все-таки решено провести. Уже когда у нас активная стадия подготовки была и все, и нам начали говорить, как вы можете вообще в такое время сложное заниматься какими-то подобными мероприятиями. А на самом деле ответ очень простой. У каждого человека существует свой способ взаимодействия с миром. И для представителей креативных индустрий, для творцов, очень важно доносить до людей свои мысли и чувства через свои произведения. Это их способ общения с миром. В рамках фестиваля будут организованы также дискуссии и мастер-классы с художниками, концерты классической музыки. Подробнее с афишей фестиваля можно ознакомиться на сайте nartiadafest.ru или на странице фестиваля в Инстаграм. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. За весомый вклад в развитие футбола Абхазии, пропаганду физической культуры и спорта орденом Махдзапша третьей степени награжден заслуженный тренер Абхазии, директор Республиканской детской юношеской спортивной школы игр Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия Юрий Лого. За высокий профессионализм, вклад в развитие бокса в Абхазии, воспитание подрастающего поколения орденом Махдзапша третьей степени награжден президент Федерации бокса города Пицунда и судья Всероссийской международной категории Валериан Орлан. За выдающиеся спортивные достижения, вклад в развитие бокса в Абхазии, пропаганду физической культуры и спорта орденом Махдзапша третьей степени награжден мастер спорта международного класса, чемпион мира и Европы среди кадетов по боксу, президент Федерации бокса Давид Аршба. Мастер спорта международного класса, чемпион России, Европы и мира, главный тренер сборной Республики Абхазия по боксу Аслан Ахба удостоен государственной награды за высокие спортивные достижения, вклад в развитие бокса в Абхазии и воспитание подрастающего поколения. Указы о награждении были подписаны президентом Абхазии Асланом Бжане 3 октября. Астамур Кация стал победителем турнира по теннису памяти заслуженного деятеля спорта, судьи всероссийской категории Леонида Гарибяна, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Астамуру Кация 14 лет, выступал в категории до 17 лет. Теннисом он занимается уже 8-й год. В мае он был зачислен в Батлерскую теннисную академию, где тренируется под руководством заслуженного тренера России Татьяны Зининой и Романа Петрунина.
Команда из Новосибирска стала победителем 9-го открытого республиканского турнира по баскетболу среди мужских команд ветеранов, приуроченного ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Турнир проходил по круговой системе в течение 5 дней в Республиканской детской юношеской спортивной школе игр. В нем участвовали команды из Абхазии, Новосибирска, Волгограда, Черкесска, Новороссийска и Славянска на Кубани. Как сообщается на сайте Госкомспорта, по итогам турнира второе место у спортсменов из Новороссийска. Бронзу взяла команда из Волгограда, абхазские баскетболисты на 4-м месте. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 4 октября, в Абхазии облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, местами возможна гроза. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью 12-17, днем 17-22. Температура морской воды плюс 22. Волнение морской воды умеренное и значительное. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.